Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Я желаю мира всем, кто смотрит это видео. С вами ваш брат Микаиль. Не так давно в Египте прошли выборы президента страны. На них победил Абдул-Фаттах ас-Сиси с результатом 97% голосов. Его единственный конкурент Мустафа Муса набрал не более 3%. Его поддержало около 640 тысяч человек. Но самым необычным на этих выборах стал тот факт, что более миллиона бюллетеней было испорчено. На них было написано имя человека, который даже не выдвигал свою кандидатуру. Но я еще раз озвучу эту цифру. Более миллиона граждан пожелало, чтобы именно этот человек стал президентом их страны. И его имя – Мухаммад Салих. Мухаммаду всего лишь 25 лет, и он простой футболист. Или же не простой? Давайте разберемся. По сути, этот человек занял второе место на выборах президента Египта. В чем же причина его необычайной популярности? Сейчас Мухаммад является самым дорогим игроком из Африки, и его оценивают в 3 миллиарда рублей. 2 недели назад он был признан лучшим футболистом сезона в английской премьер-лиге. Благодаря его стараниям сборная Египта примет участие в чемпионате мира. Но так было не всегда. Салах родился в бедной египетской деревне. Впервые футбольный мяч он увидел в 8 лет на старом телевизоре, который еле ловил сигнал. Но эта игра настолько запала мальчику в душу, что он начал тренироваться с невероятным усердием, и спустя долгие годы его заметили. В 2010 году в возрасте 17 лет он дебютировал за первую команду, а уже в 2015 году он был признан лучшим футболистом мира. С 2017 года он выступает за Ливерпуль. На самом деле, лично я не любитель футбола, и заинтересованность этой игрой осталась на уровне дворовой команды. Но тем не менее, Мухаммад Салих интересует меня как личность, которая смогла стать успешной, не отказываясь от своей веры и корней. Мухаммад в первую очередь мусульманин, и миллионы людей в восторге не только от того, как он играет в футбол, но и от того, как он исповедует ислам в своей повседневной жизни. Часто бывает, что Салах делает дуа перед матчем, а после забитого гола совершает саджда шукур в знак благодарности Аллаху. Благотворительность для Мухаммада – это привычное дело. Это был совсем пустой, свободный участок земли, который он покупал и вложил деньги, чтобы это строить учебный религиозный центр. А можно узнать сумму, которую он потратил на это? Около 8 миллионов египетских фунтов. 8 миллионов египетских фунтов? Да, земля и постройка. На родной земле Салах строит школы, крытые футбольные поля и помогает развивать спорт. Он поддерживает малообеспеченные семьи и бывших спортсменов, которые не смогли найти работу. Он жертвует деньги больницам, финансирует покупку автомобилей, скорой помощи и дорогих препаратов. У него для этого достаточно денег, скажете вы. И его гонорар во много раз выше зарплаты врача или учителя. Да, у Мухаммада есть деньги, большие деньги, но они не испортили и не вскружили ему голову. Очень часто бывает так, что человек, на которого свалилась большая слава и большие деньги, пускается во все тяжкие, пытаясь взять от жизни все. Но это не тот случай. В этом плане очень показательной является одна история, которая случилась с Салахом. Однажды квартиру Мухаммада и его отца обокрали. Отец подал заявление в полицию, и преступника задержали. Однако сын попросил отца отозвать иск и отпустить вора. И более того, чтобы тот больше не совершал преступлений, Мухаммад дал ему денег на еду и помог найти работу. Салах не только помогает людям, но и призывает к этому других. Когда один из бизнесменов Египта решил подарить Мухаммаду роскошную виллу в качестве признания, футболист поблагодарил, но отказался. И предложил меценату пожертвовать деньги на развитие деревни Нагрик, откуда он родом. Вот и весь секрет популярности Мухаммада. Он не только прославил свой народ, став лучшим, но и остался верен себе и своей религии. Я думаю, с него можно брать пример целеустремленности. И это яркий пример того, когда религия становится не преградой, а ступенью на пути к цели. Несмотря на то, что он плохо говорит по-английски, у него есть борода, он похож на араба, хотя он и есть араб. Его уважают миллионы, и он об этом никого не просил. Это пример уверенного человека, который придерживается исламской идентичности, а не подстраивается под западные стандарты. И этим самым он вдохновляет других мусульман, а его вера является опорой. Несомненно, Аллах даровал этому человеку талант,
Но несмотря на это, он продолжает усердно работать, ставя перед собой новые и большие цели. Я снял это видео для вас, чтобы вы могли вдохновиться этим примером и достигать все больших и больших результатов. И знаете, если у вас это будет получаться, то это не будет вашей личной победой. Это будет победой всего ислама. Да одарит Всевышний Аллах нас своей милостью и поместит в райские сады. Аминь. С вами был ваш брат Микаэль. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и не забывайте нас в своих праведных дуа. Ассаляму алейкум.